сайте клёвая-рыбалка.рф вы можете приобрести вот такие якутские ножи. Ну что же, доброе утро всем. Вот и начинается у нас крайний день рыбалки. Вчера мы оставили жерлицы. Сегодня мы проснулись рано, потому как есть пословица, кто рано встает, тому Бог подает. И, собственно, сейчас я умываюсь, собираемся и идем пешком до места рыбалочки. Вчера оставили палатку, все вещи там. Но самое главное, что мы оставили на ночь жерлицы. Будет интересно. И так как вчера встал лед, сегодня мы хотим постучать с самого утра. Посмотрим. Ну вот. Пьем чаечек с утреца. Вот так вот столовая здесь постоянно открыта. Можно зайти, попить утром чайку горячим. Вот стоит термос. Вон там вот Октябрина Алексеевна сидит обычно. Там они готовят еду. Здесь мы пьем чай. И вот этот сироп из якутской брусники уже почти закончился. Вот. Сейчас пьем чай и выдвигаемся. Как видите, на улице еще темно. Уже светает. Пока мы дойдем, будет совершенно светло. Ну что, друзья, вот такое сегодня у нас северное полярное утро. Вчера был ветер 10 метров. Сегодня ветер нам обещают 12 метров. Поэтому такой вот циклончик стоит. Облака хмурые. Я сейчас стою в сенцах еще пока. Вот. Жду, пока выйдет Володя. И мы идем. Люди уже просыпаются с утра. Просыпаются вот. На самом деле мы уже маленько подзапозднились. Все-таки думаю, зачем совсем, когда темно было, идти. Планировали в 6 пойти, но сейчас время 7 утра. На целый час припозднились. Так, друзья, вон палатка переставили. Вот, в общем, Володя сопротивлялся, сказал, давай все лепить на палочки, но я настоял, чтобы перетащить в кусты. Здесь пойдем сейчас жерлицы отдалбливать. Смотреть, что там. Да вроде не вмерзла. Сильно не замерзла, конечно. Что-то есть. Тут сидит. Алимяка. Причем утащил. Куда утащил? О, совсем маленький. Еще и те замутал. Все. О, совсем желудок проглотил. До желудка. До самого. Не балуй. Ну что, дружище, извиняй, извиняй. Ничего не могу поделать с тобой. Так, следующую давайте проверим.
Ну, Володя, я бы его отпустил, но он заглотил вообще по самой... Да. Да. Причем взял, видишь, вот я поставил около берега две. Около берега взял. А там нет. Сейчас еще буду заряжать. Потому что рыба гуляет сейчас возле берега. Ты куда ходил так долго? Я пошел, палатка стояла. Ага. Контент забивался. Но, Перетаскивали через овраг, я нулся во враге. ну. Ясно. Все снимаем. Но. Так, сейчас, в общем, заряжаю жерлицу. Заряжаю ее ряпушкой. Вчера Иннокентий нам оставил ряпушку. Так, друзья, ну, налиму пришлось разделать, потому что там, ну, в самый желудок залезло этот, ну, в желудке было. Невозможно было его спасти. Сейчас будем наживлять нашу ряпушку. Хочу сделать как-то типа, что-то типа такого. Вот. Тонкие такие пласты. Вот, налим возьмет, думаю. Довольно аппетитно все смотрится. Идемте постучим. Ну, здесь сегодня лед уже намного крепче, чем вчера. Вон мужики сидят. Вытащили налима, красавчики. Хочет плевать, что ли? Есть, 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 есть. Есть. Я тоже рыбак, как говорится. Смотри-ка. Володя! Поймал! Наконец-то! Наконец-то поздравляйте.
Ну, спасибо, спасибо. Блин, со вчерашнего дня долго мурыжил. Долго. Ну, наконец-то взял, елка. Наконец-то взял. Ну, спасибо. Да не говори, блин. Со вчерашнего дня. Ну, такой небольшой, да? Сколько тут? Килограммчика? Да, где-то 5. Ну, небольшой налив. Ну, он за губу взял так, не сильно. Поэтому, в принципе, можем его не мучить. Рыбы нам хватает. Будем отпускать, наверное. Но... Красота, красота. Да, красивый, блин. Красивый, да. Ну, друзья, сегодня не холодно, поэтому можно маленько поселфиться с налимом. Вот. Такой вот красавчик. Ну, давайте его отпустим обратно на природу. Пошел. Все. Фу-фу. Да, сегодня налив. Причем я заметил, что тут течения нету. В принципе, даже можно вот жерлицы вокруг так аккуратненько. И лед очень толстый. Можно повтыкать. Но жерлицы это, конечно, убийство уже. Потому что они на жерлице будут жестко хватать. Так вот. Ну вот, отработала у меня ряпушка. В общем, вот 2 нарезки было. Вот это еще маленько вот. О, да сейчас свежий нарежу, наверное. Ты на что сидишь? Вчерашняя наживка, там брюшко это подтухшее. Да нафиг, вон, возьми ряпушку. Блин, вчерашняя у нее поклевки были. Ну ладно. Она хорошо насажена. Хвостик так играет, как у силиконовой приманки. Не хочу менять пока. Ну понял, понял. Не игра хорошая. Не отрывается, ничего, держится хорошо. У тебя, видишь, крючок хороший, ну, в смысле, не сильно повредил. Я вчера ему А, ну да, ну у тебя... Так, друзья, ну вот, в общем. Володькину удочку будем сейчас ломать. В хорошем смысле слова. Надеюсь, что должна выдержать она такое испытание. Посмотрим. Володя страдает у нас никотиновой зависимостью. Пошел в магазин, в общем, будет сейчас тратить свое драгоценное время на магазин. А мы, значит, постучим. Я взял, чтобы лучше ощутить, конечно, поклевочку, удочку такую. Сейчас будем... Сейчас вообще забалдеем, если попадется. Блин, это будет что-то. Друзья, это будет, блин, контент. Однако. Ага. Кто-то хочет взять. Есть. Есть. Взял. Давай. Ой, удочка тоненькая. Все тоненькое. Оба-на. Форсирование долгое было.
походу. Слишком долго форсировал. Ну, блин, ощущения классные, конечно, классные, блин. Вот удочку бы пожестче, да катушку помощнее. Не знаю, блин, и надо крючок как-то переделывать. То есть стуколку не так делать, а чтобы он лучше прям засекался. Есть, друзья. Взял налим. Сейчас не знаю, как получится, нет, вытащить. Пробуем. Идет. Не хватает фрикциона. Есть, вытащили. Да, друзья, вообще классно, блин, ну такой адреналин, капец. Просто, блин, сказка. Борьба такая, ё-моё. Хорошо взял, смотри-ка вот за верхнюю губу. Дай сюда. Давай сюда. А ну отцепляйся. Вот, наживил хвост ряпушки, и он, собственно, взял. Вот. Ну, что сказать, блин, обалденно. Ощущение просто кайф, конечно. Круто. Володи так и нету, он, видать, где-то там остался. Вот такой вот красавчик очередной у нас попался. Вот. Что там? Ну, вроде губу не сильно повредил. Будет жить. Жить будет. Класс, друзья. Вообще круто. Ну все, сейчас можно со спокойной душой идти пить чаек. Снасти у нас вообще круто получилось. Ну, удочка, конечно, хлебковата, но, блин, борьба, конечно, того стоит. Это еще небольшой был. Думаю, надеюсь, что возьмем действительно трофейного налима и покажем хорошую борьбу, так скажем. Так, пришли в нашу палаточку. Здесь такой вот приятный бардачок. Сейчас мы подрубим тут все кусты, чтобы Володе без нас хорошо жилось. Ничего не мешало. Ему ведь здесь оставаться. Поэтому надо ему здесь все почистить, подготовить. Вот Володя идет, никотинозависимый.
купил, видать, свои сигареты. Ты еще поехал. Ну, одна поклевка была, и это... одного вытащил. А, еще одного вытащил? Да, Хорошо. да. Не, маленький такой же. А ты что, сигарет купил? Да. Сейчас будем пробовать, сейчас еще продолбишь подальше. Можешь, У меня да. там одна пробитая подальше. Еще можно дальше. Ну вот, вон тот вот сидит все на одном месте уже третьего. 3, там еще одного вытащил. 4. Как на удочку ощущение. Ну, вообще классный, вообще, блин. Такая борьба, блин. Тем более такой небольшой, а удочка вообще изгибалась практически. Ну, я надеюсь, она не сломается. Да я не думаю. Ну сломается, что делать? Это Не, ну сломается, как-то будет не камильфо. страшно, я думаю. Не должно. Антиреклама А удочки. я не рекламирую ее, поэтому пофигу. Кто у нас вообще Микадовская? Да, Микад. Есть, Нифига себе. Нифига себе. есть, Так вот есть, мы поболтали со Славой. есть, идет. Борьба пошла. Блин, кайф, я тоже так хочу. Блин, круто, вообще круто, Володя. Вообще Как круто. немножко не той системы, я Славе звоню. Слава сегодня в ударе. Поздравляю, Слава. Не говори, спасибо. Крайний день сегодня вообще. Я просто сегодня крайний день здесь, поэтому мне Байонай просто фартит, наконец-то да. Байонай улыбнулся наконец-то. Ой, пусть успокоится маленько. Что-то он это... Вообще на такую катушку. Вообще, блин, классно вообще, блин, У меня обалденно. просто, ребят, такой снасти нету, как у Славы, вот такой ложки с крючком. Поэтому мне придется пока постукать, потом буду что-нибудь изобретать. Не, я же говорю, там есть одна, а есть одна такая же. еще стукалка? Да, но она квадратная, такая как бы круглая, и на ней Сейчас крючок. я попробую еще так постучать и уже на эту, блин, на удочку. У меня просто катушка другая. А твоя катушка тоже нормально должна работать? Не то, в перчатках неудобно мне будет работать, на перчатку скидывать. Ну, красавчик, Слава. Вообще красиво, блин, это вообще четко. Конечно, Вообще что-то, это надо чисто вот, видимо, ехать за такими эмоциями сюда, Да, на удочку. Это вот чисто спортивная рыбалка. Я понимаю, конечно, там местные ловят, у них дубас идет конкретный, то есть на пропитание. А это вот чисто попробовать. ну, по крайней мере, если его не сильно травмируешь, что самое главное, Да. крючком. То есть Если можно... Я вчера, когда вытаскивал своего этого крупного, у меня губа у него просто порвалась вдребезги. Очень здоровый. И поэтому там уже отпускать его даже непонятно, стоит ли или нет. Там губа у него разорвана вдребезги просто была. Да, Поймал, отпустил, пожалуйста. Блин, Слава, класс. вообще круто. Тоже пятерочка. Да, вот у меня сегодня уже вот это первый такой же был, сорвался, ну примерно, а потом второй, и вот это третий уже вот у меня идет. Ну, поздравления мои, Слава, наконец-то. Начал ловить эту. Не говори, блин. Все как-то тебе Байонай не улыбался. Наконец-то. Красота. Да. Вчера, считай, весь день не клевалось. Да. Сегодня вообще классный Сегодня, день. да, может, погода, Да. конечно, здесь. Особенно вот эта удочка, блин, новые ощущения, знаешь, блин, вау. Видишь, удочка выдерживает Микадовская, ё-моё, так что... Нет, это вот небольшие. Я говорю, если большой попадется, я не знаю, ну, что произойдет. Да должна выдержать. Фрикцион немножко поднастроить. Наверное, затянут у тебя сильно. Нет, наоборот, надо его надо это, не подсылать. форсировать, его надо как можно быстрее вытаскивать. Ну, вообще, да. Он как бы на совсем сильные рывки настроен так, чтобы он чуть-чуть перепустил. Ну все тогда. И то он это вот. И вот так вот, друзья, сейчас вот опять свежую ряпушку насаживаю, чтобы рыбка у нас продолжала клевать. Блин, ну классно, конечно. Блин, ребята, это, блин, обалденное ощущение. Вообще, ну,
как я вам не могу передать, но на лиму тягать на такую удочку, блин, это надо испытать, ребят. Здесь его много, здесь он крупный, здесь можно поймать хороший трофей, поэтому если у кого выдастся возможность приехать в эти края, то обязательно берите с собой вот такие вот снасти и пробуйте, потому что, блин, это кайф. Сработала жерлица, вымотала катуху, смотрю. Идет налимчик. Хороший вроде, неплохой. Нет, чуть побольше, по-моему, того. Каешь? Ты что тут 20? А? Сколько тут? 100 метров лески, что ли, намотал? Не, по 15 мотал. Не, это я не знаю, это не мои жерлицы, это Серега мотал. Блин, она там, походу, за что-то закрутилась. Слишком длинная. Это Серега мотал, я там меньше мотал. Блин, плохо. Плохо Серега намотал. И рыба там сидит. Да, и рыба сидит. Рыба сидит? Ну. Блин, почисти, посмотри, может где-то здесь. Лед почисти. Там далее ищи. Вот она вот доходит где-то тут. А где-то рядом, походу, здесь. Попробуй здесь пробить. Оба, есть, пошла. Жерлица отработала, пока мы со Славой ходили пить. Причем тут сантиметров 50 всего. Блин, да что такое длинная-то? Нафига такие жерлицы делать? Вот объясни мне, пожалуйста. Не знаю. Вот зачем? Ну. Вот зачем делать такую леску на таких жерлицах? Ух ты, хороший, слушай, вообще хороший. Так-то. Жерлицы сработали, Вот вторая, да, поклевка, по крайней мере. Стояли везде. Да. Вчерашних метров жерлицы стоят вообще мертвые. У тебя есть этот? Доставатель есть? Смотрите, друзья, вот такой отличный налим. Вообще. Ну и заглотил не глубоко. Сейчас попробуем извлечь. Володь, давай быстрей. Вон, заглотил как бы относительно не глубоко, конечно. На.
Ух ты, ё-моё. Блин, пока мы стояли, он туда еще дальше ее заглотил, походу. Он да, он не так хватает. А нет, смотри-ка. Вроде что-то получается. Нет, 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 стой. Не, короче, так просто извлечь. Ну, извлечь-то извлек. Только все равно там маленько это. Короче, нормально. Уйдет. Думаю, что выживет. Сильно я там ничего не травмировал. Кожу просто порвал, как бы. Ну вот, возле берега, смотри, на лиму берут, видишь? Вчерашние сутки уже стоит. Ну, второй налим. Да. Надо на жерлицу все-таки, наверное, что-то заряжать и ставить. Ну, леска вот очень длинная леска вообще, даже для Жиганска. Если это на Жиганск готовилось. Не, он себе это сделал. На море ставить, что ли? На глубину. Нет, тут по-любому надо отрезать половину. Больше половины. Есть по-любому. Потому что не годится столько, никуда это годится столько лески. Это перебор просто. Я на своих по 15 делал, потому что, ну, видишь, я с расчетом буду на Тюмень. Там, говорит, надо меньше. Чем по 20. Есть, была только что поклевка. Небольшой налим опять брал. Не просек губу, правда, ему. Но была, поклевочка была. Есть поклевка, есть. Ну, такой тоже не большенький. Идет. Потому что губа у него там просеклась. О, есть. Володя смотрит. Есть такое дело. Отдай рябушку. Хвост отдай. Вот такой налим, друзья. Классный. Попался. Вот. Небольшой. Давайте отпустим его на свободу. Фу, круто. Круто.
Так, ну вот, друзья, я что заметил. В общем, особо хорошо работает вот хвост. Именно на хвост он, вот на это, видать, соприкосновение как-то по-иному реагирует. Вот. И сразу получается идет удар сразу, короче. Вот. Поэтому вот такая вот приманка, она, оснастка более эффективно показалась в плане поимки налима. Володя стоит на своем, на тухлятине. Володя на тухлое ловит, а мы на свежее, более-менее. И поэтому он сегодня стоит полдня, а у нас ловится время от времени. И такой удар был. Был удар только что. Есть осечка. Ага. Сейчас. Что-то примерять, походу. Содрал, видать. Кажись, содрал. Нет, есть. Ну, а тут уже... блин, опять сошел, а. Ну-ка. Хвост нормально. Главное хвост, чтобы не содрал. Сейчас переживаю, потому что последний, получается, хвост у нас. Там он, собака бродячая, рыбу нашу поела на берегу, пока мы тормозили. Ну, налим тут есть, в общем. Есть, просекли мы его. Ага, идет. Главное, удочка, чтоб выдержала. Давай. Иди сюда, дорогой. Иди сюда. Опа! Вылетел аж. Да, сегодня, блин, вообще мой день. Круто. Надо тебе сначала подсыпать тебя. Да, надо. Получается, блин, классно. Ну, красавчик, сегодня тебе баяная улыбается. Да, конечно, блин. Секрет весь знаешь в чем? В рыбе. В рыбе? У меня вот наживка вот. И хвост, рыбий хвост. Ну давай, удачи. Рыбу, плохо, что рыбу, блин, сожрала вся собака вон. Там несколько было хвостов. Блин, пока я добежал, там один всего оставался. Ну там еще один есть, еще одна ряпушка. В сумке в той. Забери ее себе. Так, Володя, короче, по моему примеру последовал. Сейчас мы ему сделаем здесь. Срежем вот это все старые заготовки. Как много накручено. Ну на, короче, все уже там. Ага. Есть. Пока непонятно. Ну такой, по-моему, среднестатистический. Или поболее.
Володя смотрит, да смотрит. Отлично. Просто отлично. Вот такой вот среднячок, средний налимчик. Средний для этих мест клеванул. Ну чё, как и предполагал, взял на хвост. Ну, хвост у меня уже практически заканчивается, поэтому надеюсь, что это не один и тот же. Володя, ты ловишь? Ты вот так делай вот. Может, неправильно как-то делаешь? Теперь давай-ка. Так, только что был удар. То есть намерение схватить. Намерение было. Походу хвост сорвал, что ли. Я еще подсек. Тут с Саней по телефону разговаривал. Елки, отвлекся. Блин, а. Так, получилось раздобыть свежий хвостик от ряпушки. Сейчас мы его посадим, наживим, то бишь. Давайте вот с этим куском, с икоркой. Посмотрите, Володя идет в атаку, потихоньку приближается к нам. Скоро вот здесь будет, потом вот здесь подойдет. Я говорю, Володя потихоньку приближается. У Володи есть наконец-то. Володя, давай. Ну ты как-то странно, правда. Я думал, ты катушкой будешь тащить. Вот Александр приехал, привез нам горячий чай. Чай горячий. Налим бродячий. Ну вот, друзья, до обеда я поймал то ли 6, то ли 7 налимов, даже со счета сбился. Володя одного поймал, да? Да, малыша. Пока, причем малыша. Ну, он до этого ловил крупных, поэтому, наверное, Байнай посчитал, что ему пока хватит. Ничего, вы еще свое поймете. Да, у него еще будет время, поэтому Володины выпуски можете смотреть далее у него на канале. Так, а у меня, конечно же, сейчас вот вторая половина дня будет заключительная. И завтра... До упора причем, да? Да, и завтра еще экскурсия у меня по
рыбному цеху Александра и самолет. Так, здесь мы зажгли лампу Кирону, чтобы обогревалось помещение. Час пьем горячий чай и идем дальше. Вот у нас тут чай получается вот с такими пряниками. О, здоровые пряники вот. Есть вот такие сухарики и вареница. Да. Чайник надо, да? Итак, дорогие друзья, сейчас я буду жарить налима, которого днем поймал, который попался у нас на жерлице. Крючок у него был далеко в горле, в желудке. Я прям вскрыл, желудка вытащил все, и пришлось его. Сейчас мы нарезали, вот посмотрите, внизу лежит. Вот лежит налимчик. Сейчас я вот подготовил муку в пакете. Делаю по способу, как меня научил один охотник. Охотник на чубуку. Он, кстати, есть на сайте клевоярбалка.рф, раздел туризм, кто хочет. И вот Александр, в гостях, у которого мы сейчас находимся, тоже есть на этом сайте. Поэтому, друзья, кто хочет приехать к нам в Якутию, милости просим, приезжайте, рыбачьте, охотитесь. Вот, сейчас вот я показываю Александру, как вот можно быстро, не морая свои руки. Вилочка есть? Да. Вот, пожалуйста. Пожарить, собственно, рыбку. Сейчас мы сюда накидаем наши кусочки, которые должны быть прожарены. Вот, валяем их вот так вот. Смотрите. Хоп, хоп, хоп. Все. Потеет слабо. Камера спотела, да? Ну-ка, держите так. Выключай, пока паузу сделай. Ну все. Ставим плиту на огонь. С чайника будем подливать, чтобы газ не замерзал. Добавляем масло для жарки. Сейчас оно маленько у нас прогреется. Плита у нас на максимуме. Вот. Бывает такое, что газ начинает замерзать, и для этого достаточно вам с горячего чайника пролить по баллону немножечко воды, и сразу напор усилится, все начнет жариться. Итак, вот смотрите, видите, вот чуть-чуть вот отряхаете вот так. Вообще идеально для жарки получается кусочки. Масло еще немного не догрелось, но ничего. Сейчас махом оно закипит. И руки чистые вот. И рыба, как говорится, в муке. Все кусочки равномерно обвалялись. Вот. Раз. И все. Да, сейчас махом мы это дело сделаем. Давай еще куски. Вот здесь у нас кусочек прям с икрой. Сюда его. Сюда. И этот кусок тоже. Сюда. Все, открываем. Перемешиваем все это дело. А? Конечно, если бы те приехали бы, куски побольше было бы.
Мясо, ну и что. Сколько есть, столько есть. Да. Потеет, да? Угу. Так, друзья, вот так вот получилось. Вообще просто выглядит, конечно, не очень на камеру, но на запах это вкусно, пахнет вкусно. Так, ну сейчас ребята оценят, надеюсь, пускай пробуют первыми. Кто первый рискнет это попробовать? Что Кто там, смелый? что рисковать-то? Надо брать да Кто пробовать. смелый? Надо брать да есть. Как бы мы тут, я поджарил макароны, ну вот поджарил рыбу, потом поджарил макароны, потом мы их подварили, добавил зеленый вареный лук, вот, ну лучка правда не видно, он сушеный, потому что в пачке, даже вон где-то там краем вон видно, вон лучок лежит. Ну вот такое вот блюдо, кому если это соли мало, вот пожалуйста соевый соус. Конечно, мажьте все майонезом, желательно советую, хлеб. Вот, хлеб тоже красиво так Володя нарезал, вот. Такими красивыми эстетическими кусками. Вот. Все, мы сейчас вот так, у нас небольшой праздник, праздничный ужин. Завтра я отъезжаю, поэтому вот мы пожарили налима, которого сегодня поймали. Ничего у нас не пропадает. Вот Александр сейчас поймал тоже налима. Сейчас мы покушаем. Пойдем посмотрим налима Александра, которую поймал. Еще маленько порыбачим и поедем домой. Довольные сегодняшней рыбалкой. Вот, друзья, посмотрите, вот о вкусности моего блюда говорит вот это. Пустая сковородка, вообще ничего не оставили, все вылизали вообще. Жестко. О, поздравляю, поздравляю. Ночной налим. Вот, сразу его оглушать. И печень подрезать. Ножик есть, да? Все, ага. Хоп, сразу подрез ему, да? Спускает воздух. Вот, все. Ну, поздравляю, блин. Хороший. Я сегодня таких тоже наловил. Кучу таких наловил. Ну, тут глубина, друзья, где-то 6-7 метров. То есть ямина хорошая. Можно всю зиму долбить вообще, я думаю. В этом месте конкретно. Итак, друзья, сегодня я улетаю. Вот такой вот у нас завтрак с Володей. Прощальный, так сказать. У нас сегодня на завтрак вот такие чебуреки мясные. Так. Такая вот лапшичка. Там вот мясо рубленое и котлета мясная, оленина. Вот. Ну все. Сейчас завтракаю, готовлюсь. Еду на экскурсию в рыбный цех. Заезжаем к мастерицам-рукодельницам и еду домой. Так, ну наш цех называется, работает под брендом, начал в этом году под брендом Дарьяна Бара.
И наш цех перерабатывает северную рыбу и мясо дикого северного оленя плюс мясо домашнего оленя. Вот, в основном мы перерабатываем из рыбы, основное наше сырье это рыба муксун, омуль, чир, щука, пелеть, нельма. И, собственно, все. И ряпушка, да. И в этом году схватились на ряпушку. У нас очень большое количество квот на этот вид рыбы. И вот будем еще перерабатываем мясо дикого северного оленя и домашнего оленя. В основном поставляем нашу продукцию ближайшим промышленным организациям, такие как Алмаза Набара, это дочерняя компания Алроса, и работаем, собственно, с Алросой тоже, Алроса Торгом тоже в этом году договор поставки уже подписали. И поставляем в город Мирный, город Удачный, город Якутск. И в Якутске тоже в этом году открыли точки продажи под брендом Дарья Набара. И еще плюс работаем через интернет-бутик, через сайт Клевая рыбалка. Там мы отправили уже в регионы такие, как Свердловская область, Амурская область, да, Ханты-Мансийск, Красноярский край еще был, Амурская область была, вот, и Приморский край был, вот, и собственно все. То есть, если я в Калининград захочу заказать себе вкуснятину, по типу, как мы хотели. Юколу. Юколу, например, из Муксуна, я могу вполне смело взять и заказать. Да. Через сайт Клевая рыбалка.рф. Да. Да. Поэтому, ребят, на заметку, на сайте Клевая рыбалка всякие вкусности. Я тут впервые попробовал юколу из Муксуна, мне очень понравилось. Прямо со Славой Елевной, прям, я ел до этого Даже юколу. обзор хотели сделать. Да, мы что-то с тобой забыли просто ее отснять, мы ее просто сожрали за 5 секунд и забыли обо всем на свете, то, что это надо снимать на видео, чтобы вам показывать, ребят, потому что это невероятно вкусная рыба. Я до этого пробовал юколу, благодаря Славе, конечно, и щуки. А в этот раз вот я попробовал из Муксуна. Блин, это земля и небо. Щука тоже очень вкусная, но Муксун это в 5 раз, наверное, вкуснее. Поэтому рекомендую, можете обратиться к Александру через сайт Клевая рыбалка и сделать себе какие-то определенные заказы из этой северной рыбы. Здесь абсолютно другая рыба, она чище, она вкуснее, она жирнее. То есть я не знаю, с чем ее сравнить. Мы печеночку с тобой сырую здесь ели, вообще песня. Я никогда не ожидал, что я буду есть сырую печень налима. Здесь я это попробовал, и я в восторге, хотя первоначально я так несколько с опаской к этому всему делу подходил. У меня есть. Где-то по интернету мы отправляем такие, да, не скоропортящие продукты, такая вяленая рыба, сушеная, да, что по дороге. Потому что связано это с тем, что у вас почта немного чуть дольше работает. Дольше работает. Она всегда, отродясь, почта долго работала, и сразу быстро никогда не получается. Поэтому нужно немного терпения, если заказывать терпение. рыбу. Мы отправляем в основном юколу, вяленую рыбу, что не испортится по дороге, да. А копченой рыбы не получится, потому что у нее срок хранения очень маленький, и температурный режим тоже требования другие. В Якутске можно где-нибудь вашу продукцию приобрести, там, например? Да, и вот я говорил, там в Якутске, по улице Поярка мы открыли точку продажи, теплой остановки СХТ, там можете подойти. Так, дорогие друзья, сейчас мы идем в музей краеведческий, то есть палеонтология, так сказать, палеонтология тоже имеется, в районный музей, в общем. Краеведческий музей. Всего у нас 6 залов. На данный момент у нас переезд после ремонта идет. Первый зал это краеведение. Здесь мы рассказываем о истории образования Набарского улуса. А Набарский улус до 30-х годов не входил в состав Республики Саха-Якутия, а входил в состав
Хатынга Анабарского района Красноярского края. И вот, когда местные жители изъявили желание, да, ну вот войти в состав республики, было проведено собрание, и по итогам которого вот Анабарский улус включили в состав республики. И вот начиная с этого года начинается история нашего улуса. Ага. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство, ну вот, занимаются оленеводством. У нас Спиридонов Илья Константинович, первый герой социалистического труда. Большой вклад в развитие Анабарского улуса. Годы работы он особое внимание уделял вот именно подготовке местных кадров. Вот. Так, это уже интереснее. Так, вот это вот ваш самый уникальный экспонат, я так полагаю, да? Ага. Чем он уникален? Ну, в 60-х годах вот учащиеся со Схоластской школы нашли, вот когда, ну, между камнями лежала вот эта кольчуга. Она 18-19 веков приезжали из Новосибирска историки, изучали эту кольчугу и пришли к выводу, что эта кольчуга принадлежит русским казакам, но они до Анабарского улуса не доходили. Просто из Красноярского края вот обменным путем, может, вот с местными жителями. Там на рыбу, на мясо обменивали, и она оказалась вот на территории Анабарского улуса. По всей Якутии это единственный экспонат. Прикольно, прикольно. Так, вот, смотрите, вот такая вот находка. Ее можно, да, как бы потрогать, посмотреть? Вот, точно, кольца, ага. Вообще прикольно. А это в каком году вот такие носили там у них на Руси, получается? Володь, когда у вас носили? 18-19. Ну, где-то так, наверное. Век. Это вот во времена это Ермака, да, вот походов. Возможно, это кольчуга самого Ермака. Да? Такое может быть? Возможно, ага. Он же утонул же, по-моему, же, да, на Енисее? А из этих, из орудий у вас еще что имеется? Меня больше это интересует. Ножи какие-то там. О! Копья, да? Ага. Так. А, ну это вот якутские уже пошли. Вот, ну, конечно, друзья, очень много чего интересного можно посмотреть. Вот, но у нас время ограничено, поэтому мы сейчас с Володей поснимаем только, ну, самое, что интересное, так сказать. Так, это лежит бивень мамонта, да, я так понял? Вот, причем хорошего такого, нормального качества, да? Считается. Ага. Внутренности записать. Ну или уже сорт какой это? Третий, да? Это щепа. А, это щепа только, да? Угу. Понятно. Ну, по крайней мере, по-моему, такого я еще, ну, как бы ни в каком музее не видел, то есть такого качества. Вот. Это уголок. Это... А это что, огонь в Сочи здесь что лежит, делает? Местный спортсмен Савелий Борисов имел честь вот нести факел. Вот он, его фотография. Савелий Борисов? Круто. И в дар передал нашему музею. Ну, классно, классно, вот. Да, прям вот, Сочи, 2014. Так, что еще интересного? Ага. Вот, посмотрите, это морж, да? Вот экспонат моржа с клыками, все. То есть моржи здесь, я так полагаю, обитают, да? Моржтар балар да мана? Балар, остров Преображения, там огромное лежбище моржей. Да ты чё? Да. Обалдеть. И подплывает, вот к материке тоже подплывает. Чё себе. Вот белые медведи. Дальше кто идет у нас тут? Кольчатая нерпа. Тоже там, да? На море, да? Да, на море есть у нас.
Круто, блин. Круто. Вообще интересно так посмотреть. В Анабарском районе. Интересно так посмотреть. Посмотреть бы. Волк здоровый. Ну, волки-то они везде, да. Но это как бы типа другой волк, да? Полярный. Полярный волк, да? Он белый, да? Так, это у нас, по-моему, сова полярная, да? Или что это? Полярная сова. Ясно, здоровая тоже такая, ага. Ну, олень, это домашний олень, да? Или дикий дикарь? Дикий. Угу. Дикий олень. О, получается, еще один волк полярный. Так, это лебеди морские, получаются же, да, которые крупные самые? Или тундровые? А, это тундровые? Тундровая популяция. Она помельче получается же, Чуть да, поменьше. чем таежная. По палеонтологии, что здесь, Александр, можешь добавить здесь, например, что здесь есть? Ну, это череп, да? Ну, это бизона. Череп бизона. Вот это тоже череп бизона. И останки вот. Мамонта. Да, бедро, останки мамонта. Лопатка мамонта здоровая, да? Угу. Череп. Который с ледникового периода, да, нашего. А это что такое? Вот дар музею. Да, музей. И в Лаптево. Ильича. Ильич. Владимир было, да? Ага. В смысле, это море Лаптевых, которые что ли открыл? Не. Это местные жители. Местные жители. А, понял. Ну вот, друзья, в книге отзывов по музею оставил свой отзыв. Будете в музее, обязательно почитайте, пишите отзывы, приезжайте в Сосклах, обязательно посещайте все эти места, если будете здесь. Вот, поэтому всем хорошего настроения, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. Всем пока. А я поехал в аэропорт. Ну вот, друзья, все, я собрался, уезжаю. Октябрина Алексеевна, до свидания. До свидания. Ну вот, дорогие друзья, снова загудели винты самолета. Вот и пришло время улетать обратно домой. Неделя пролетела так быстро, что я даже не успел заметить, как все озера и река Анабар уже покрылись льдом, как выпал густой белый снег. А ведь буквально несколько дней тому назад здесь была поздняя осень. И вот, сидя в салоне самолета, я, кажется, начал понимать, почему такие дорогие авиаперелеты на севере. Ведь нас, пассажиров, было всего 6 человек. И это меня подвергло в небольшой шок. Самолет за 1000 километров летит пустой. По всей видимости, отсюда и происходят такие цены. Я, конечно, ничего в этом не разбираюсь, но мне кажется, если бы они сделали цены на грузоперевозки дешевле, то местные жители более чаще бы отправляли своим родным свежую рыбу и другие посылки. А цены более доступными, то больше людей летало бы к своим родным, повидаться и отдохнуть. Но грустно было мне не только от этого, но и от того, что я не достиг своей цели и покидаю эти места на целый год. Но не будем о грустном. На следующий год у нас уже запланирована новая экспедиция, новые приключения в этих чудесных местах. До новых встреч, дорогие друзья! До новых встреч, Седой Анабар!